Это актуальное интервью в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Якутия вперед. Именно эти слова вдохновляют многих якутян на позитивные изменения. И символично, что они стали девизом и названием нового республиканского кадрового конкурса. Он становится трамплином для многих управленцев республики и дает уникальную возможность вырасти профессионально. Победители конкурса войдут в резерв управленческих кадров Якутии. У нас в студии финалист кадрового конкурса «Якутия вперед» Иван Алексеев, первый заместитель министра финансов, финалист кадрового конкурса. Иван Иванович, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, как вы узнали о конкурсе «Якутия вперед» и почему решили принять в нем участие? Я узнал о кадровом конкурсе из портала команда.gov.ru. Это такой портал, там может зарегистрироваться любой желающий. И там постоянно идут рассылки, новости, какие конкурсы проводят, тестирование. Достаточно удобный портал. Там сохраняются результаты тестов, результаты тех действий, которые вы совершали. И вот все новости, рассылки, повторюсь, они приходят туда. То есть достаточно своевременный и удобный информационный портал. Скажите, а ожидания от участия в конкурсе оправдали себя? Конкурс еще впереди, финал. А так вот то, что проходило до, это тестирование на знание законодательства, психологические тесты, они достаточно интересные. И повторюсь, это все-таки возможность проверить себя, свои знания, навыки, компетенции и узнать какую-то психологическую составляющую себя, где даются рекомендации, где какие сильные стороны есть, где какие слабые, где надо подтянуться, где какие книги прочитать. Вот это достаточно интересно на самом деле для саморазвития, самопознания, можно сказать, да, и дальнейшей работы над собой. Получается, значимость подобных конкурсов мы отрицать не можем, ведь они несут так много полезного для человека. Безусловно, они полезны, потому что все равно что-то новое, то, что какие-то такие виды, как тестирование, может, какие-то искусственно созданные стрессовые ситуации для себя, это все равно позволяет, как модно говорить сейчас, выйти из зоны комфорта и бросить вызов в первую очередь себе. И бросив вызов, можно, как я уже говорил, узнать, где какие стороны надо действительно подтянуть. Потому что все равно человек должен постоянно саморазвиваться, совершенствоваться и повышать свои знания и навыки. Вот в этом я с вами соглашусь. А скажите, вам тоже пришлось выйти некоторым образом из зоны комфорта? Да, потому что я до этого участвовал в подобных конкурсах. Это, помню, деловая игра «Министр». Это лет 13 назад, по-моему, одни из первых конкурсов. Тогда все было ново, интересно, но тогда было немножко в другом формате, но это было, знаете, общение с ребятами, новые знакомства, работа над проектами. Кстати, эти проекты, которые мы разрабатывали, тогда казалось что-то за областью фантастики, да, но многие из этих проектов, они внедрились в жизнь на самом деле. Это можно, оглядываясь назад, уже говорить точно. Потом кадровый конкурс «Лидеры России», где я тоже принимал участие, доходил до полуфинала. Там по итогам конкурса давали такой развернутый отчет, где указывали полностью про человека, все его данные. И читая отчет, можно сказать, что это достаточно такой детальный, развернутый анализ самого себя. И он потом помогает, можно спокойно прочитать еще раз, да, несколько раз можно даже перечитывать, потому что по истечению какого-то времени все равно смотришь на эти вещи по-другому. И очень хорошо, когда дают, какую литературу надо прочитать. Действительно это читаешь и понимаешь, что здесь надо было на самом деле подтянуться. Это все объективно очень. То есть пользу конкурсов нельзя отрицать. Это достаточно интересная вещь. Получается, беспристрастность в таком деле сохранить можно. А если вы ориентируетесь на личный опыт и свои качества, скажите, какие должны быть характеристики у человека, который может быть успешным руководителем? Для успешного руководителя, мне кажется, что в первую очередь это такие качества, как ответственность и компетентность. Потому что я беру опыт все-таки госслужбы, от тех решений, которые мы принимаем, ежедневно, еженедельно, ежемесячно, от наших решений зависит жизни и судьбу людей. То есть мы принимаем какой-то нормативный акт,
принимаем какие-то решения по финансированию. И за этими сухими цифрами, за этими сухими нормативно-правовыми актами стоят судьбы людей на самом деле, как они будут жить. Поэтому каждый руководитель должен понимать ответственность. И компетентность, чтобы вот эти знания, чтобы у них были профессиональные навыки, которые позволят ему принимать правильные, взвешенные и своевременные решения. А вот учитывая, что обычно руководителями становятся те люди, которые растут по карьерной лестнице, получается, что им приходится отказываться от некоторых своих качеств или наоборот каким-то образом их превращать в другие? Но если человек идет постепенно по карьерной лестнице, то наоборот он свою компетентность с каждым годом повышает. Он познает что-то новое, где-то оттачивает свои навыки, наоборот получает необходимые знания дополнительные. При этом он, когда получает новые знания, новые навыки, он приобретает опыт, и этот опыт позволяет ему нести всю вот эту ответственность на себе. То есть понимать, что в первую очередь надо брать на себя ответственность, принятие решений, тех или иных решений. Если руководитель берет на себя ответственность, соответственно, он и сталкивается с какими-то испытаниями, с чем чаще всего приходится бороться управленцу. Ну, если человек принимает на себя ту или иную ответственность, это уже само по себе испытание для человека. Потому что ответственность он должен понимать. Он может принять это решение или другое. Но он должен, вот его подчиненные ждут. Он не должен говорить подчиненным, принимайте сами решения. Он должен взять вот ответственность принятия решения на себя. И тогда уже вот это бремя лежит на нем. А решение может быть и неправильным, в свою очередь. Если он принял неправильное решение, ответственность все равно лежит на руководителе. Не на коллективе, а именно на том, кто принимал решение. Поэтому вот здесь и нужна компетентность, чтобы принимать правильные решения. Если говорить об испытаниях, управленец сталкивается, наверное, и с такой проблемой, как человеческий фактор. Бывает всякое, и иногда невозможно выстроить какой-то контакт с подчиненными. Вот в каком ключе надо действовать здесь? Безусловно, вот работа в коллективе, работа с людьми, это же разные характеры, разные судьбы, разные люди. И каждому нужно находить подход. Не должно быть такого, это человек с плохим характером, он не должен у меня работать. Должны быть все покладистые, должны быть все послушные. Да? Тем более, когда человек, если он лидер по натуре, в коллективе же разные люди, там и лидеры будут, и руководители среднего звена, например, да, они все со своим «я», со своими знаниями, навыками и опытом тоже. Могут быть люди опытнее руководителя. Поэтому каждому должен быть подход. Вот здесь компетентность, опыт руководителя должны позволять ему принимать правильные решения. Здесь очень сложное такое вот, можно сказать, химия, да, как сейчас модно говорить, взаимодействий. И здесь нет уникального какого-то вот рецепта. Это все человек, руководитель должен пройти через это, где-то через ошибки, пробы, методы, да, вот какие есть. И уже после, опираясь на свой собственный опыт, он уже опыт плюс его компетенции должны ему позволять вот принимать правильные решения. Именно взаимодействие с подчиненными. Ну да, действительно, разворачивается в голове примерный сценарий развития событий, как будет, если поступить в одной или в другой ситуации. Скажите, а что вас вдохновляет и мотивирует в вашей работе? Ну, честно говоря, вот есть же поговорка, да, человек счастлив, если он вечером уходит домой с радостью и утром на работу идет с радостью. У меня вот действительно, я когда утром иду на работу, есть чувство того, что вот я выполняю нужную работу. Это действительно так, потому что мы видим результаты. Вот за последние 5 лет, если брать с 2018 года, по всем показателям наша республика очень сильно развивается. Мы лидеры на Дальнем Востоке, мы в числе первых по Российской Федерации. Очень много было принято правильных решений, и мы вот имеем возможность сейчас сравнивать себя с другими субъектами. Мы действительно опережаем многие. Конечно, предстоит еще большая работа, да, но то, что мы сделали, то, что мы делаем, это вот вдохновляет на самом деле. Просто кому-то это покажется сухая статистика, вот говорим, да, валовый оригинальный продукт у нас вырос, у нас растет те или иные показатели, но на самом деле за этим стоит очень большая работа. И за сухими цифрами мы все-таки показываем результат, чтобы каждый день, каждый час нашей работы делали, чтобы наша республика не стояла на месте, а развивалась. Получается, что вот есть такое выражение: найдите работу, которая будет приносить вам удовольствие, и вам никогда не придется в жизни тяжело трудиться. Это отчасти про вас.
Ну, можно так сказать, да. Скажите, а вы как-то собираетесь применять свои полученные знания, лидерские навыки в решении проблем, с которыми сталкивается наш регион? Ну, Или, когда, может быть, применяете уже? когда сталкиваешься с той или иной проблемой, ее надо решать, и любые решения, любые действия, которые мы делаем, это все равно опираются на какой-то собственный опыт, на какие-то навыки, компетенции. То есть действительно мы применяем эти методы. Иван Иванович, напомню, да, мы сегодня с вами собрались по поводу кадрового конкурса «Якутия вперед». Вы стали финалистом. Может быть, у вас есть пожелания другим финалистам конкурса? Да, я хотел бы пожелать участникам, которые не прошли до финала, да, к сожалению, им не отчаиваться в первую очередь, потому что будут еще конкурсы. Тем, кто прошли финал, в первую очередь, наверное, чтобы они получали удовольствие, испытывали позитивные какие-то позитивные эмоции от того, что сейчас происходит в финале. Это будет интересно, на самом деле, для них в первую очередь. Это общение с новыми людьми, это работа над проектами. Поэтому я им хочу пожелать больше позитивных мыслей, не думать о том, что надо победить или проиграть, просто участвовать. Вот в спорте же есть главное не победа, главное участие. Вот тот же девиз использовать и получать просто максимальный эффект от участия именно в финале. И потом в дальнейшем, когда будут уже какие-то результаты, тестирования, результаты психологические и так далее, вот это все в дальнейшем провести над ними анализ в спокойной обстановке уже после завершения и уже работать над собой, просто совершенствоваться. Ну да, нет ничего лучше приобретенного опыта в том или ином мероприятии. Может быть, у вас есть еще какое-то напутствие для тех, кто в будущем будет подавать заявки на кадровый конкурс? Но для тех, кто в будущем хочет принять участие, я хочу им пожелать терпения, спокойствия. И когда они будут принимать решение участвовать в том или ином конкурсе, просто быть самим собой, участвовать, и в дальнейшем уже все будет зависеть только от них самих. Пожалуй, это самая верная тактика. Благодарю вас, Иван Иванович, что нашли для нас время и ответили на волнующий вопрос. Спасибо, Надежда. Я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя и до встречи в эфире.